29 октября в Москве в Доме Союзов состоялся 13-й, внеочередной, я подчеркну, съезд Федерации независимых профсоюзов Российской Федерации. Ассаламу алейкум, добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И председатель Федерации профсоюзов Чеченской Республики Хусейн Салтыгириев, который принял участие в работе данного съезда. Вот его сегодня и послушаем. Маршал Хусейн. Да, маршал. Действительно, переходя к нашему разговору, 13-й съезд профсоюзов. В апреле был 12-й, через полгода 13-й. Внеочередной. Почему? Зачем? Рассказывайте. Ну, начнем с того, что 12-й съезд – это был очередной съезд, отчетно-выборный, если по сути говорить. И, конечно же, мы в апреле подвели итоги пятилетней деятельности всей системы Федерации независимых профсоюзов России, обсудили дела по всем направлениям деятельности профсоюзов, наметили планы на ближайшие 5 лет и, конечно же, приняли все необходимые решения, чтобы Федерация независимых профсоюзов России, имеется в виду в полном смысле этого слова, все его членские организации, структурные подразделения общероссийских межрегиональных профсоюзов, входящих в НПР, чтобы все развивались и члены профсоюза получили эффективную защиту. Проходит полгода, внеочередной съезд. Проходит менее полугода, и мы приходим к выводу, чтобы дальше Федерация развивалась еще активнее, укреплялась, надо принять некоторые решения. Что я имею в виду? Безусловно, Федерация независимых профсоюзов дальше работала бы достаточно эффективно, как минимум в ближайшей перспективе. Но с учетом того, что страна живет в особых условиях, меняется, в принципе, давно изменили структуру управления наши социальные партнеры, бизнес, крупный бизнес, тем более, объединение работодателей, власти выстроили достаточно жесткую вертикаль. Политические партии, с которыми нам тоже приходится взаимодействовать, по некоторым где-то, как правило, оппонировать, взаимодействуем в основном с партией «Единая Россия», они тоже, значит, выстроили очень жесткую вертикаль. Профсоюзы, конечно, мы не понимали, что возврата к ВЦСПС нет, когда ВЦСПС принимает все решения, значит, вплоть, в том числе аккумулируя финансы все полностью. К этому возврату нет, но некоторые коррективы надо внести, чтобы дальше развиваться. Что я имею в виду? Федерация независимых профсоюзов России объединяет более 20 миллионов членов профсоюза. 38 общероссийских профсоюзов, еще 7 профсоюзов по соглашению. Плюс 85... Одна из самых крупных организаций. Это не одна из самых крупных организаций. В Российской Федерации нет ни одной организации, сопоставимой с Федерацией. Самая большая организация. Это самая большая организация. Ни одна организация, общественная, политическая. Независимая организация. Да, даже если считать зависимой, даже если все политические партии вместе объединить, это меньше, чем ФНПР. Это действительно сила. И, конечно же, влияет Федерация независимых профсоюзов на жизнь страны достаточно сильно, мощно. Безусловно, Федерация независимых профсоюзов поддерживает действующего президента. Мы всегда говорим, что это наш кандидат президента, когда его поддерживали в предвыборной кампании. И когда значит, он его избирает, называем его своим президентом. Это так и есть. Так вот, что касается, значит, у нас действующая, которая живет наша страна, Федерация независимых профсоюзов России, которая, ну, я как сказал, 20 миллионов членов профсоюза, а вместе с членами профсоюза семей это примерно 3-4 раза больше, ну, она не может жить отдельно сама по себе. Она часть страны, более того, основная часть страны, те, которые создают продукт и так далее, богатство, это как раз члены профсоюза. Так вот, мы понимали, что надо еще некоторые вещи принимать, чтобы
не только в ближайшей перспективе, а в среднесрочной, долгосрочной перспективе федерация развивалась. И решили, что нужна реформа. Да, и то, что решили реформы, я бы не сказал. Мы, когда создали рабочую группу, точнее... Но внесение изменений в устав, Да, это уже реформа. мы, когда обсуждали вопрос предварительно, еще до заседания исполкома, потом решением исполкома это поддержали, потом провели заседание Генерального совета о созыве съезда, была создана рабочая группа по подготовке изменений в устав ФНПР. У нас было там сперва одно мнение, думали там пост председателя ФНПР разделить на две части, на председателя генерального секретаря, точнее на президента и генерального секретаря, по образу многих, в том числе и профсоюзных структур, международных, в том числе российских некоторых, есть такая структура управления, с тем, чтобы с учетом накопившегося объема работы, в том числе и международной работы, скажем так, формат БРИКС расширяется, там тоже надо активно мы принимаем работы. Разделить на две части и в процессе обсуждений, в том числе учитывая мнение членской организации ФНПР, мы, рабочая группа, нас так очень 13 человек, мы пришли к выводу, что все-таки надо не разделять должность президента ФНПР на две части, а ввести новую должность президента ФНПР, который будет заниматься глобальными задачами, которые стоят перед ФНПР. На 35-м году жизни Федерации независимых профсоюзов России профсоюзы считают, что нужно существенно изменить руководство организации. Ну, скажем так, усилить, скажем так, руководство. Два руководителя. Президент и председатель. И председатель. Да, президент, который будет заниматься глобальными задачами, значит, международные вопросы, значит, работа в составе БРИКС, значит, ВКП и так далее, взаимодействие там с высшим руководством страны и так далее, некоторые вопросы. А председатель ФНПР это текущие вопросы, в том числе и, значит, обеспечение соблюдения устава ФНПР и так далее. Я думаю, что в нынешних условиях, когда надо очень быстро и четко и правильно реагировать на процессы, происходящие как внутри федерации, как вокруг федерации, так в стране в целом и даже вокруг страны, естественно, мы посчитали, что эта модель принесет пользу Федерации профсоюзов. И не случайно, что и на Генеральном совете ФНПР, в преддверии съезда ФНПР, и во время съезда делегаты, и так, практически, можно сказать, единогласно поддержали предложение рабочей группы, которые уже внесли от имени, естественно, Генсовета, раз Генсовет согласился, и провели выборы и президента, и председателя ФНПР. 13-й внеочередной съезд Федерации независимых профсоюзов России избирает президентом Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова. Да. Председателем Федерации независимых профсоюзов России избирается Сергей Черногаев. Да. Так? И это так. Возглавляющий Российский профсоюз железнодорожников и транспортных строителей. Но в апреле этого года тоже были какие-то реформы. Вот с чем это связано? Нет, где тут связь? В апреле этого года не было реформ. Я, как сказал, в основном... Изменения устава. Изменения устава это были текущие изменения, которые не меняло там ни структуру управления, ни конституцию. То есть уточнения были некоторых статей. Вот за эти полгода современные вызовы привели к тому, что нужно было усилить руководство организации профсоюзов. Да, более того, эти изменения были инициированы именно Михаилом Викторовичем Шмаковым в первую очередь. Он предложил в составе узкой группы, обсудили, там на исполкоме обсудили, Генсовет обсудили, создали рабочую группу и так далее. Безусловно, это мы провели. Более того, значит, кстати, Черногаев был не только председателем, то есть председателем профсоюза железнодорожников, он в апреле был избран заместителем председателя ФНПР на общественных началах. И одновременно, как раз там же, после съезда на Генсовете его избрали руководителем комиссии по внутрисоюзным вопросам. Вот. Так что этот процесс случайно, это не был, безусловно, случайный выбор и Сергея Ивановича Черногаева. Ростки были еще заложены в апреле? Нет, даже не в апреле. Там, на 12-м съезде? Значит, дело в том, что сейчас очень активно идет цифровизация всего и всей страны.
применение новых технологий и так далее. Вообще в системе ФНПР профсоюз железнодорожник является, скажем так, лидером по цифровизации, применению новых технологий и так далее. Его избрали заместителем, в том числе, чтобы немного принести вот этой части и так далее. И избрание его председателем, я думаю, что этот процесс цифровизации, усиления, точнее, повышения оперативности управления по текущим вопросам тоже, конечно же, повлияет, есть такая надежда. Так что дело в том, что, вот смотрите, есть всеобщая конфедерация профсоюзов, куда ходят профобъединения, национальные профцентры стран СНГ. Так. Там есть президент, есть генеральный секретарь. Есть Международная конфедерация профсоюзов. Там тоже есть генеральный секретарь, есть президент. То есть эта структура в разных международных структурах апробирована. Более того, есть еще, значит, второй по значимости профцентра в России, это КТР, Конфедерация труда России, там тоже такая же структура. Но мы посчитали, значит, вот наше понимание, коллег, я говорю, там, когда мы обсуждали, значит, не использовать колоссальный, безусловный авторитет Михаила Шмакова. Легенда. Это, в принципе, когда говорят про профсоюзы России, сразу вспоминают про Шмакова, как, перефразируя известное выражение, говорим, партии, подразумеваем Ленин и так далее. То есть это на самом деле легенда профсоюзов, это безусловно авторитет в мировом профсоюзном движении. Это человек, который 2 срока подряд, 10 лет возглавлял все профсоюзы, европейские союзы, больше устав не позволял и так далее. Мы решили, что его колоссальный опыт, авторитет и возможности используют для решения только целенаправленно для решения глобальных задач. А председатель, он должен в том числе решать текущие вопросы, хозяйственные вопросы, управление аппаратом и так далее. То есть по этим вопросам, его не отвлекая, чтобы он занимался вот решением глобальных вопросов, как раз вся эта задумка была осуществлена. Все эти изменения делегаты съезда единогласно приняли? Да. Против не было? Ну, я сейчас, именно по уставу не было вообще против, когда мы вводили новую должность. При избрании там нового президента единогласно поддержали. Значит, практически на съезде, можно сказать, съезд все решения принял единогласно. Ну, может быть, по каким-то техническим вопросам был один человек за или там воздержался. А когда делегатов под 400, ну, было бы странно, если кто-то там хоть по какому-то вопросу не воздержался или не проголосовал. Но я говорю, там, если убрать эти статистические погрешности, имеется в виду, можно сказать, что съезд принял все решения единогласно. Естественно, после съезда состоялся Генеральный совет, и как уже вновь избранный председатель ФНПР, ну, избрали новых заместителей председателя. То есть те, которые были, они ушли в отставку, их полномочия прекратили. Ну, практически тех же избрали обратно заместителем, но еще одного нового. То есть структура меняется? Структура, точнее, там, руководство усилено, но преемственность, безусловно, сохраняется. Сохраняется? Да. Ну, а более что это дает профсоюзу нашей страны? Ну, в конечный итог, конечно же, чтобы было вообще чтобы ФНПР окрепла, ФНПР окрепнет, еще дальше развивалась. Это означает укрепление и развитие членских организаций, который приведет к повышению эффективности защиты прав членов профсоюза. Это конечная цель, чтобы член профсоюза был обеспечен достойной защитой. Вот я думаю, я уверен, что как раз нынешнее изменение, усиление руководства ФНПР в конечном итоге приведет к повышению эффективности защиты прав членов профсоюза. В этом не сомневаюсь. Должен сказать, что пришел, кстати, принял участие в работе и президент страны Владимир Путин, который очень высоко оценил деятельность Михаила Шмакова во главе ФНПР, очень высоко оценил вообще работу ФНПР по защите прав членов профсоюза, по обеспечению социального мира, а социальный мир, чтобы обеспечить, значит, надо, чтобы человек был защищен, человек труда.
А это, возможно, может только очень мощное, влиятельное профсоюзное объединение, вообще профсоюзное объединение. Так что и очень высокую оценку дал и Михаилу Викторовичу, и Федерации в целом, и поблагодарил за взаимодействие, заверил, что для Михаила Викторовича телефон, как его цитата, «Телефон мой вы знаете, уверяю вас, мои двери всегда будут для вас открыты, да и вообще, как президента мы всегда друг друга поймем». Профсоюзы государства. Государство и профсоюзы. Руководитель государства выступает на съезде профсоюзов. С чем это связано? Ну, давайте сейчас тогда проанализируем этот вопрос. Значит, с момента избрания, сперва назначения председателем правительства, а потом избрания президента, это достаточно быстро произошло Владимира Путина, с тех пор прошли 10 съездов ФНПР. 10 съездов. Среди которых был 8-й съезд, который был чисто технический. Мы этот съезд созвали с тем, чтобы спокойно, без приглашенных, без участия социальных партнеров, без прессы, чтобы мы должны были поработать над уставом, что мы и сделали. Это было в Питере, сейчас боюсь ошибиться, но ближе к 2010 году, сейчас в каком году был. Там был очень узкий круг, малое количество делегатов по сравнению с обычным съездом ФНПР. Мы туда никого не приглашали, и мы работали одни. Кстати, что принесло пользу ФНПР. Так вот, на остальных 9 съездах Владимир Владимирович неизменно принимал участие. Я и говорю. Будучи председателем правительства, тоже он принимал участие. Мы в Сочи проводили съезд, он туда прилетел, принял участие. Мы в Москве в депо проводили съезд, и он там принимал участие. Вот это отношение к тому, что, значит, Владимир Владимирович Путин с момента его назначения председателя правительства, а потом избрания президента, он работает на укрепление нашей страны. Страну можно поднять с колен, ему надо было вообще с пропасти поднять. Чтобы укрепить ее, чтобы она развивалась, в стране нужен как минимум внутренний социальный мир. Социальный мир обеспечит только путем диалога с профсоюзами. Если профсоюзы будут стоять на интересах человека труда, адекватно реагируя на фактические возможности страны, но при этом не давая спокойно спать правительству, и при этом, если власть в лице президента страны, гаранта Конституции, стоит на стороне прав трудящихся, вот получается вот такой, значит, взаимополезный, выгодный взаимодействие, тандем. То есть мы всегда с 2000 года поддерживали Владимира Ильича Путина во всех его начинаниях, в плане укрепления государства, в плане поднятия экономики и так далее. При этом всегда говорили, что, ребята, надо сперва решить, нельзя забывать о проблемах трудящихся, надо поднять зарплату. Кстати, когда его назначили председателем правительства, минимальный размер оплаты труда в стране был 83 рубля. И неизменно профсоюзы боролись с правительством, вели диалог с президентом. Он нас, как правило, поддерживал. И то, что мы сейчас, да, и сейчас тоже там, не сказать, что сильно богатые трудящие, но несравнимо с тем, что было в 2000 году. Так вот, как раз и президент понимает, что и сейчас в условиях невиданного санкционного давления, в условиях проведения специальной военной операции, которую мы проводим вынужденно, чтобы сохранить страну, обеспечить безопасность граждан страны, безусловно, ФНПР, как самая крупная, как самая влиятельная организация, конечно же, которая поддерживает и в этом вопросе тоже президента и проведение специальной операции, и оказывает помощь нашим ребятам, оказывает помощь тем, которые на приграничных областях, значит, попадают под обстрелы, там погибают, например, коммунальные службы, экстренные службы, им посылают там, значит, предметы личные зашитые, там бронежилеты, каски и так далее. Безусловно, там и президент поддерживает, и мы поддерживаем. И есть уверенность, что в будущем, кстати, например, очередной раз прибыл президент, и он сказал, что мы сделаем, что он добьется того, что правительство в 2025 году разработали единую систему оплаты труда отраслях. О чем я и хотел спросить. Да, отраслях, которая в 2026 году будет опробирована, а с 2027 года во всех регионах будет. И он поддержал
и заявил наш тезис профсоюзный, что зарплаты бюджетников не должны различаться в разы, исходя из того, что в каком регионе они работают, они должны быть сопоставимы, под единый должен быть подход, и он сказал, что он добьется и заставит правительство это сделать. Это как раз, а как его не поддержать? А как ему нас не поддержать, который всегда его поддерживает во всех начинаниях, которые идут на пользу как стране в целом, так и тем, кто трудится и создает богатство. То есть профсоюзы, не являясь какой-то государственной структурой, а независимыми общественной организацией, поддерживают политику, проводящую сегодня в России. Безусловно, ту политику, которую проводит президент, мы поддерживаем. Мы далеко не всегда согласны с финансовым. Ну, это понятно. Я поэтому и подчеркнул. Независимая общественная организация поддерживает политику, которая проводится сегодня в России. Стратегический курс президента страны мы поддерживаем. И его действия по реализации этого стратегического курса, безусловно. А что все это дает в развитии профсоюзов нашей страны? На будущее, если думать. Если думать на будущее, значит, дело в том, что развитие профсоюзов не сама цель. Профсоюзы и их развитие, их состояние – это инструмент, чтобы защитить человека труда, члена профсоюза. Вот то, что мы его поддерживаем, президента, его начинаниях и реализация этих экономических проектов, национальных проектов и так далее, конкретно потом приводит к повышению благосостояния человека труда, к созданию ему более комфортных условиях, чтобы он ездил по безопасным дорогам и на работу, и с работы домой, и с семьей выезжал. Вот все это в комплексе дает тому, что человек труда живет и работает в более комфортных условиях. Работает он в достойных условиях, в безопасных условиях. За это ему платят более-менее приемлемую заработную плату. Вот как раз за что мы боремся. О чем говорит и президент нашей страны. О чем говорит и президент. И говорит, он не случайно делает это заявление именно на съезде ФНПР. Очередной раз. Значит, он напоминает, что он знает, что там его предвыборная программа тоже как в значительной степени эти проекты как раз на основе тех предложений, обращений, переговоров профсоюзов, в том числе создаются эти национальные проекты, это в том числе его поручения, его майские указы, которые там в 2012 году, потом появились майские указы президента. По нашим, как раз мы собирали со всей страны несколько миллионов подписей в поддержку определенных наших наказов президента, на основе которых родились из 11 указов, 8 указов, это были наши предложения. Потом в 2018 году, после его очередных выборов, победы там на выборах, появился так называемый майский суперуказ, чему обрадовались некоторые чиновники с надеждой, что он забудет про указы 2012 года. Но он сказал, нет, эти указы будут работать, будем мониторить, так что не расслабляйтесь. И, безусловно, в этом году тоже в мае появились очередные указы, которые мы будем контролировать, как они выполняются, и будем добиваться, чтобы определенный чиновник, определенное министерство, ведомство не выхолостили эти указы, а реализовывали в полном объеме. И президент дал понять, заявление на съезде ФНПР, мы про это знаем, это был очередной посыл, что определенным структурам, это мое мнение, я так думаю, я в голову не залезал, что он не позволит выхолостить его указы, что он будет добиваться, что в выполнении этих указов и надо повысить благосостояние граждан Российской Федерации. Хозе, можно сказать, что данный неочередной 13-й съезд укрепил шаг профсоюзов России? Я должен сказать, что ФНПР все последние 30 с лишним лет достаточно уверенным шагом развивался, как федерация профсоюзов. Развивался. Да. И дальше Национальный профцентр, вот это решение позволит ему, еще увереннее шагать в будущее, не оглядываясь, конечно, там назад, но не забывая при этом то, что прошлое, и двигаться вперед. И, безусловно, я думаю, что мы вынуждены будем, что в ближайшее время активизировать процесс и цифровизации профсоюзов общероссийских, региональных профобъединений, и применение новых технологий. Да, это мы делаем, мы этим занимаемся, но сейчас есть уверенность, что мы это сделаем, скажем так, в более высоком темпе.
И не случайно, что именно Сергей Иванович избран председателем ФНПР, как раз он как председатель профсоюза железнодорожников, так именно этот профсоюз железнодорожников, да, у нас есть некоторые вопросы по структуре этого профсоюза, с этим мы сами разберемся, но в плане цифровизации, применения новых технологий, это безусловный лидер среди членских организаций ФНПР. Данный съезд, он может как-то, вот эти изменения в руководстве профсоюзов нашей страны, они могут как-то повлиять на изменения на местах? Нет, мы изменения членских, то есть уставов членских организаций не планировали. Дело в том, что уставы профобъединения регионов, межрегиональных профобъединений, как, например, Санкт-Петербург, Ленинградская область, это межрегиональное профобъединение. Значит, их уставы, они прописаны в 5 главе устава ФНПР. Мы эту 5 главу не трогали. То есть наши уставы должны соответствовать 5 главе устава ФНПР. Эту 5 главу мы не трогали. Мы несли только те изменения, чтобы прописать в уставе новую должность президента ФНПР. Устав мы прописали, определили его полномочия, чем он будет заниматься. Более того, после съезда, первое заседание Генерального совета в соответствии уже с новым уставом. Дело в том, что когда мы вносим изменения в устав на съезде, для нас, для Федерации независимых профсоюзов России, этот устав уже действует. Для сторонних организаций этот устав действует только после регистрации Минюста. В связи с тем, что для нас этот устав уже действует, мы сразу после съезда на Генсовете рассмотрели вопрос о поручениях президенту ФНПР и дали ему дополнительные поручения, чем он должен заниматься, где в том числе прописать, что он должен заниматься БРИКСом, международными вопросами, значит, взаимодействием с высшей властью страны и так далее. Так что изменения в уставах членских организаций не ожидается в связи с изменением устава ФНПР. Но членские организации, конечно, например, общероссийские профсоюзы, они могут такую же структуру вести, могут и не вести, это их право. Но для профобъединений региональных это не предусмотрено. Спасибо. Спасибо. Спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы, высказали свое мнение. Хотя и поздно, прошу прощения, Хусейн, но я хочу здесь в эфире, в программе «Актуальная тема» поздравить вас с высокой наградой республики. Медалью за заслуги перед Чеченской республикой. Поздравляю. Удачи. А на сегодня это все, дорогие друзья. Это была программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И председатель Федерации профсоюзов Чеченской Республики Хусейн Салтыгереев. Вы сами все слышали. 13-й внеочередной съезд Федерации независимых профсоюзов России состоялся. Реформа состоялась. А что и как, покажет время. И напоследок, не болейте, будьте здоровы.